Друзья, добрый день! Кто у нас сегодня? Кто угадает, что за машина? Правильно, это Эльгрант. 51 кузов, 2002 год. Шикарный Эльгрант. Сейчас покажу вам, как он выглядит для начала снаружи. Посмотрите на этого самца. Я считаю, он реально самец, монументальный. Просто монументальный Эльгрант. Похож на носорога. Очень серьезная морда, заявляющая о себе. У него бывает еще очень красивый хром-пакет. Этот не в хром-пакете, но бывает. И смотрится он еще круче. Также есть рестайлинги. О третьем поколении я вообще молчу. Вот такой вот красавец. Мощный холодильник на колесах. Комплектация Highway Star. Nissan Эльгрант. Ну что ж, смотрите, у этого Эльгранда, у этого поколения, у него мотор как у Фуги, только у него 240 лошадиных сил, такой же 3.5, и только он бывает на этой машине. У нее бывает либо полный привод, либо задний. Задний, обратите внимание, задний, не передний, а либо полный, либо задний привод. И это очень круто отчасти для молодых пацанов, потому что на нем реально можно поваливать. Я видел, как по городу ребята вваливают на таких тачках, ну просто он немножечко идет боком. Конечно, страшно, машина не для этого, но тем не менее, факт есть факт, он так ездит. На полном приводе, конечно, вы будете себя чувствовать гораздо комфортнее. 3.5 это пушка, 240 сил для такой машины. Это круче, чем у Альфарда на 20 лошадей. Там 220, у мотора 3 литра. Здесь у нас у этой машины очень комфортное заднее сиденье. Когда сидишь сзади, да, то есть тебя не трясет, ты не прыгаешь, тебя не мельтешит по задней части салона, то есть как-то так все сделано по подвеске. Ну, давайте, в принципе, заглянем и посмотрим это все своими глазами. Итак, начнем у нас с водительского сиденья. Машина 2002 года, напоминаю. Конечно же, она немножечко морально устарела. Она чуть-чуть подзатерлась, но, тем не менее, смотрится круто. И по сегодняшний день есть в ней что отметить в этой машине, потому что у многих машин 2017 года нет таких вещей, как есть в Эльгранте 2002. Мы видим это мультируль у нас, да, то есть увеличение, уменьшение громкости, звонок, соответственно, переключение режима радио. Вот так у нас круто сделано. Селектор коробки переключения передач, режимы Power, режим Snow. То есть вы можете реально поездить на этой машине достаточно активно. Если нажмете Power, коробка будет до упора крутить, либо Snow, то есть будут какие-то, можно сказать, вялые движения автомобиля, то есть машина будет ехать очень медленно и, соответственно, пробуксовки будет меньше. Здесь, как видите, еще есть мини-диск, такая вещь, которую я давно не видел, обычный диск-чейнджер, ну и, соответственно, климат-контроль, управление климатом. Давайте, наверное, заведем, да, посмотрим. Кстати, здесь, смотрите, как круто выполнена регулировка фар, то есть здесь вот такой вот крутилочкой можно пониже, повыше сделать фары и, соответственно, отрегулировать яркость торпеда. Здесь у нас есть одна электродверь и есть выключение, включение розетки плюс электрозеркала. То есть они откроются, закроются по вашему желанию. Ну что ж, давайте заведем красавца. Вот такая вот приборная панель. Отчасти чем-то похожа на Фугу, оранжевым цветом, полагаю. Так, заводим. Ну вы слышали, да, как он завелся. V6 3.5, очень круто. Здесь очень хороший дисплей, ну действительно он так выполнен, современно достаточно. Здесь отображается машинка, о чем-то она хочет мне сказать, но я не знаю, о чем она хочет говорить. И послушайте этот звук, послушайте этот звук. Вот такой вот у нас, в принципе, спереди салон. Здесь, обратите внимание, очень много воздуходувов, то есть 2 на водителя, 3 на пассажира спереди, то есть очень можно их много порегулировать. Там у нас еще плюс 2 отдельных, плюс отдельный на стекло. Очень широкая морда, то есть очень много места, я думаю, кажется, что больше, чем в Альфарде. Вот такой вот небольшой, на самом деле, бардачок. Очень много кармашков, но они все достаточно маленькие. Ну, вот здесь вот есть такие пепельницы с прикуривателем, плюс здесь еще один, та же самая, извиняюсь. Вот еще одна, и здесь еще одна. У нас, здесь у нас CD-чейнджер.
Это какая-то штука с начала 2000-х, честно, я даже не знаю. Страшно представить, для чего эта штука. Ну, для чего это нужна. Ну, полагаю, что это, скорее всего, вводит изображение вот на этот монитор, который спрятан у нас здесь. Здесь еще какая-то штуковина, какой-то переходник. Здесь у нас, ну, я так понимаю, это даже трудно. Ну, наверное, это подключение компьютера, да, чтобы делать диагностику. Вот. Теперь переместимся назад. Я немножечко подготовился и разложил вам это все. Наверное, сразу трудно понять вообще, что здесь происходит. Вот, смотрите, у нас есть третий ряд. Обратите внимание, как сделано сиденье, очень комфортно, то есть ты в него садишься. И вот то, о чем я говорил, пассажиры чувствуют на третьем ряду себя, наверное, не хуже, чем на втором или на первом. Очень комфортно, очень уютно. Вот, у них, соответственно, здесь что мы имеем? Смотрите, здесь у нас прячутся вот такие вот подстаканнички. Здесь какой-то крючок. Сидушка двигается. Обратите внимание, что двигается она вот до сюда аж прям, да, то есть можно огромный багажник оставить и можно отодвинуть ее полностью назад, да, то есть по всему салону есть вот такие вот шторки, это в Highway Star комплектации, то есть можно все в общем, да, зашторить, и в машинке можно заниматься секретными делами, ну, то есть сделать действительно здесь, не знаю, либо притон, либо офис. Единственное, только передний. Вау, я сел, прям круто. На самом деле круто, и я скажу, что это круче, чем в Альфарде. Салон здесь реально круче, ребят, чем в Альфарде гораздо. То есть я не знаю, почему Эльгранды не пользуются такой популярностью. Может, конечно, из-за их мотора, скорее всего, да, 3.5 это, конечно, жирно. Но, тем не менее, если вы хотите уютный, комфортный салон, Альфард, я думаю, круче. О, Эльгранд. Если вы хотите уютный, комфортный салон, то Эльгранд круче. Здесь посмотрите, сколько здесь света присутствует. Здесь, ну, куча настроек каких-то, да, там можно что-то включать, выключать. Вот такая вот лампочка огромная, просто там куча диодов, да. Воздуходувы на каждого пассажира. Причем здесь они выполнены по 2 штуки, в Альфарде у нас по одной. Кстати, посмотрите, Альфард, MZG, комплектация, ссылочку вот вам вот здесь оставлю. Посмотрите обзор, тоже интересная машинка. Так, по третьему ряду, в принципе, я думаю, все понятно, но еще мы к нему вернемся. По второму ряду, посмотрите, здесь можно сделать подлокотник, да, то есть вот с такими подстаканниками. Либо же мы можем, так, где у нас? Ну, мы можем вот эту штуку, во-первых, двигать, то есть и, соответственно, пододвигаем вот это сиденье. Так, вот. Ну, это немножечко не туда нажал, но тем не менее тоже. Как и в Альфарде, оно крутится вокруг своей оси. Но нам нужно было не это. С другой стороны у нас рычажок должен быть. Где он есть, вот так мы берем, оп, и двигаем. Все. То есть вот у нас полноценный второй ряд. Здесь могут сесть 3 человека. Если мы вровень все 3 сиденья подвинем, у нас здесь сядут 3. Дальше, что я хотел еще показать. Сейчас мы это немножечко назад отодвинем. Сидушка, двигайся вперед, ты двигайся вперед. Теперь мы переместимся в багажник. Итак, смотрим, вот наш багажник. Что мы видим, в принципе? Ну, по сути, вход огромный. Опять же, можно возить шкафы, холодильники, можно небольшой даже кей-кар, я думаю, погрузить сюда. Мотоцикл запросто, даже 2 влезет, реально. Очень классно у Эльгранда все это двигается, то есть посмотрите, у них какие направляющие, вот эти вот рельсы, да, то есть видно, что и третий ряд идет прямо до упора, то есть у них одна рельса, но она ограничивается вон той только верхний, третий ряд, да, то есть по этой она идет, то есть можно и передний, и задний, второй и третий ряд, как хотите, двигать туда-сюда, то есть очень это удобно, и салон здесь по достоинству трансформер. Кстати, вот классная вещь, когда ты сидишь сзади, куришь кальянчик, допустим, да, ты можешь заряжать телефон, ноутбук или еще что-то. Вот таких вещей на многих машинах не хватает, прям реально не хватает. А теперь, смотрите, я покажу, как у нас складывается третий ряд. Попробую сделать это все самостоятельно. Так, оп, извиняюсь, ребятки, за качество, но вот так, в общем. И здесь мы вот так берем, оп, цепляем за ручку, все, вот он у нас, пожалуйста, сложенный, вот эта штучка вот так складывается, и сложное сиденье, соответственно, дает нам огромное пространство. Все, также можно сложить и правое сиденье, и, соответственно, вы получите огромный багажник.
Вот такая вот машинка. В принципе, наверное, по большей части это все. Давайте еще раз немножечко пройдемся, посмотрим. Также дисковые тормоза, как и практически у всех японских машин. У нас здесь бесключевой доступ, обратите внимание, то есть можно передние двери открывать, закрывать с кнопочки. Кстати, да, хотел еще сказать, немножечко забыл. У нас очень интересные задние третьи стекла. И вот что я хочу вам конкретно по этому поводу показать. Закрываем дверь. У нас открывается стекло. Так, да. Вот она кнопочка. И, соответственно, оно у нас также закрывается. Это круто. То есть задний третий ряд пассажиров могут воспользоваться стеклом. Такого, опять же, нету у нас в том же Альфарде. Так, мы положим сиденье, сложим его, все, в принципе, оп, все, вот он у нас третий ряд сложенный. Ну ладно, погнали дальше. Итак, сейчас давайте немножечко проедемся на Эль Гранде, поставим его на место и посмотрите, как круто можно сделать в салоне. Так, легким движением руки, смотрите, оп, вот так вот. Реально в машине стало круто, уютно. Шторки только надо подзастегнуть. То есть все. Здесь еще какую-то такую шторку повесить, передние стекла закрыть. И реально в машинке очень кайфно, уютно. Можно возить VIP-гостей, они не будут себя чувствовать некомфортно. Так. Машина очень удобная, несмотря на свои габариты. Она реально срывается с места. То есть, ну как бы вот так. Она реально разрывает. Посмотрите, какая классная камера. Реально. Огромный мониторище, в который действительно все видно. И парковаться очень удобно. Очень удобно парковаться. То есть я вот смотрю в зеркала, да, то есть вроде машина огромная, но мне, в принципе, вообще не в напряг. То есть я вот посмотрел здесь по зеркалам. Тут опять же я смотрю на камеру. Все, я вижу, что я подъезжаю. А сейчас главное не заговориться. Не доехать до машины, главное. Оп. Ну и все, в принципе. Все, мы подъехали, достаточно. Поставили машину. Ну, управлять одно удовольствие на самом деле этой машиной. Поставили на паркинг. Все. Ручник у нас ножной. Кайф. Машина реально крутая. Вот такой вот обзорчик, ребятки. Спасибо вам большое за то, что посмотрели его. За то, что, возможно, поставили лайки. Может, чего-то не досказал. Напишите это в комментариях. Подписывайтесь на канал, смотрите другие видео. Сейчас у нас в конце появятся ссылочки на Альфард, на Эстиму и на Воксе. То есть тоже интересные автобусы. Посмотрите их обязательно и оцените. Все, всем пока.